Поселок Тургай. Все затоплено. Эти кадры в самом центре поселка Тургай в Лаишевском районе сделаны пару дней назад. Сейчас воды здесь гораздо меньше. Жители оперативно прокопали канаву, по которой талые воды уходят в местную реку Каипка. На протяженности 2 с лишним километра снег потихонечку тает, и у нас вода уходит. На другой улице в том же поселке вода еще стоит. Здесь канаву не прокопаешь, говорят представители администрации. Зима была снежная, а дорога и дома в низине. Там дорогу надо поднимать. Там вода стоит, она каждый год будет стоять, пока дорогу не поднимем. А без денег пока, сами знаете. Там много денег нужно. Больше всего жителей Тургая сейчас беспокоит состояние реки Каипка. Река уже вскрылась, ситуация вроде бы под контролем, но все может измениться в считанные часы. Вот какой выдалась здесь весна в прошлом году. В прошлом году здесь 2 больших льдины встали, перекрыли русло речки. Вся вода вышла из берегов и пошла по домам. От разлива реки Каипка в прошлом году в этом поселке пострадало около 30 домов. Вода пошла и на ту сторону реки, и сюда, прямо на дорогу. Чтобы в этом году ситуация не повторилась, еще летом здесь укрепили берег, насыпали грунт и установили вот эти плиты. Искусственные насыпь. Насыпали мы ее, отсыпали, утрамбовали. Думаем, что в этом году таких моментов уже не будет. В 30 километрах от Тургая, также под Казанью, другой коттеджный поселок Озерная долина. В прошлом году из-за резкого таяния снега и дождей подтопило около 200 домов. Сегодня уже в 3-й раз сюда приехали сотрудники МЧС, мониторят ситуацию. 2 недели назад выдали предписание расчистить русло. Местные жители сделали это как могли, обрезали ветки на склонах, но, как видим, мусора еще много. Когда лопату беру, когда вот эту мотыгу, чтобы вода уходила. Любовь Шульга – одна из тех, кого в прошлом году затопило. Каждый день она теперь выходит и вручную вычерпывает талую воду. Боимся прошлого года, потому что нас очень сильно затопило. На соседней улице вода уже бурлит. И хотя заблаговременно там сделали специальный желоб для талых вод, без резиновых сапог здесь все равно не обойтись. А это уже Нурлатский район, Новоиглайкинское сельское поселение. К мосту, который соединяет деревни Светлое озеро и Новое Иглайкино, жители приходят каждый день. Они следят за уровнем воды. Еще свежие воспоминания, когда река Кондурча вышла из берегов и отрезала от мира 9 домов. В этом году здесь заблаговременно расчистили русло, мостовые трубы и провели чернение льда. На сегодня река уже вскрылась, но пока до критических отметок вода не доходит. Юлия Гоголева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.